Всем привет! Ну что, товарищи, зима в Якутске наступила. Сегодня 20 сентября. Снег сыпет и сыпет. Сейчас время у нас 4 часа, 5 часов. 5 часов вечера. Смотрите, сколько тут нанесло снега. Снег все сыпет, 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 сыпет. Какие-то пробки даже на Кальвице. Вот, смотрите. Смотрите, машин сколько. Откуда их? Что там, затвор, авария или какая? Почему столько? Так, нам надо переходить. Переходим. Все, пошли. Пошли. Тут грязюха. Такая вот конкретная. Уже смотрите. Машины просто одна за одной. Куда только машины? Понять не могу. Со всех сторон что-то. Машины тут лазят. Все засыпает. Понять не могу. Здесь столпотворение. Не столпотворение, как это? Машин много туда. Затворы, блин. Лужи снегом прикрытые. Вышел я специально снять вот первый снег в Якутске сегодня, 20 сентября, выпал. Смотрите, и падает, и падает, и падает. Деревья уже заснежены. Хорошо у меня телефон водонепроницаемый. Специально взял, поэтому можно ходить. В принципе, снег сейчас падает и тает. Но я особо не боюсь. С телефоном ничего не будет. О, еще ветер, смотрите, ветрюган-то какой. Ох, вот это капец. И кто там? Какие-то лихачи еще ездят у нас, смотрите. А здесь-то что? Грязь. Грязь. Уже, ну, вот, наверное, еще это все растает. Скорее всего, да? И будут такие лужи нехорошие. Нехорошие лужи. Я уже надел куртку теплую, вот такую вот снег. И нормально, с комфортом иду. Давайте одевайтесь. Хорошо. Капюшончик на себя одевайте. И можно уже на улицу. Уже знаете, уже холодает так конкретно. Под вечер уже, знаете, такой морозец уже. Уже надо и шапку, и перчатки одевать, и куртку, естественно, чтобы не мерзнуть, чтобы не промерзнуть. Вот тут машина, смотрите, она все нормально. Ну что тут льда нету, поэтому тут обычно они буксуют очень хорошо. Шачок вам решил поснимать. У кого там снега много. Вот тут машины не могут разъехаться. Не могут. Откуда пробка это взялась-то? Люди тоже ходят такие все заснеженные, еще не успели переодеться. Поэтому вот так вот ходят они все. Тут озеро. Но это только все будет снегом конкретно засыпет в октябре, ноябре. А так вот это, скорее всего, все растает. Видите, тут лужи какие. Жесткие лужи. Все. Видно, да? То есть надо сейчас, не знаю, сапоги какие-то такие меховые, чтобы не проморозиться. Вот уже, смотрите, на ступеньках мы видим, здесь уже лед уже. Надо ходить осторожно. Осторожненько надо ходить. Так. Что за пробка-то такая на Кальвице? А?
откуда она взялась? Так, вот тут опасно. Тут такой скат, и можно, если тут накат, она будет скатиться туда под машину. Вот. Трындец, да? Еще тут в 2 ряда машины. Вот такая вот тут пробковасия. Ну, сейчас дойдем до перекрестка, посмотрим, что там происходит на перекрестке. Молококомбинат вот тут находится. Молочный дождик. Кстати, зайду, я куплю там молочка, творожку, что-нибудь такое. Здесь их не фирменный магазин, здесь можно взять подешевле ихние продукты. Молочко надо пить, как бы. Творожок тоже надо кушать. Хотя все, конечно, дорожает сейчас. Несусветно все подорожало. Но надо все равно. Питание это главное, конечно. Питание, тепло у нас на севере, да, главное. Теплее жить. Ну, а мы платим целый год. У нас летом тоже платим за отопление. Поэтому у нас счета они так сильно не отличаются. Летние, зимние. Велосипедисты ездят, как они тут умудряются. Надо шипованные, однако, какие-то резину, как говорится, да, покрышки с шипами. Сейчас же вот это все, если снег этот не растает утром, то это все начнет леденеть. Соответственно, будет гололед, что чревато опасно. Так, а тут что, мы ничего не видим. Смотрите, что происходит. Светофор не работает. Вот что, почему тут пробка на Кальвице. И вот стоит товарищ, который управляет движением посреди. Гаишник, да? Его заносит. Туда я иду. И снег этот просто не кончается. Просто он не кончается. Выходим с вами на улицу Дзержинского. Вон там патрульный ДПС какой-то стоит. Ох. Хорошо, я куртку-то одел теплую, смотрите. Я бы так бы замерз уже к чертям. Единственное, что еще вот эти вот кроссовки надо будет переодеть. А то сейчас я пройдусь, они промокнут. Ну как вам? В Якутске 20 сентября нормально, да? Давно, кстати, я не снимал так. Сейчас что-то интереса совсем нету снимать. Стримы не получается у меня делать. Что-то ошибка какая-то. Короче, вот так вот иногда что-то снимаю. Хотя, в принципе, видео много, но у меня интерес пропал уже. Как-то все это заниматься же надо. Монтировать, время тратить. Ой, вот так вот сейчас одним дублем сниму и, в общем-то, все. И выложу. Вот эта дорога у нас по аэропорту идет. Туда в Затай. В новый вот этот микрорайон. Там деревянные дома. Большой очень. Вот. Пасмурно. Минус 1 где-то градус. Да, нулевая такая вот температура. Нулевая температура, поэтому
Но сейчас снег просто идет, ложится. Ну, посмотрим, утром потает или не потает. Что интересно. Вот если так идти по этой дороге, то где-то за минут 40 можно дойти до аэропорта. Тут у нас самолеты летают что-то в последнее время постоянно. Вот, короче, смотрите, показываю вам, как магазин молочный дождик найти фирменный. Где молочко подешевле продают. О, какой! Ё-моё, прямо мне снег в лицо, в грудь задувает. Ёкало надо. Тоже нападает. Вообще жестко, конечно. Вот такая вот она у нас осень. Якутская осень, зима. Да, поэтому вот смотрите, у нас, октябрь, если будет холодный, то считайте, с октября уже будет зима. Начнется. И где-то по апрель, пока все это не растает. Все эти снега. Ой, сколько сосял набухал-то. Куда-то в район едет однозначно. Много груза. А тут машин-то сколько, а? Ой, хорошачок. Просто хорошачок. Велосипедисты еще ездят. Ну, тут на самокате уже, наверное, не покатаешься. Все, самокатчикам, наверное, капец. Ну и слава богу, а то они тут ездят как хотят, без правил, вдвоем там. Обгоняют, под колеса залазят. Черт знает, что с этими самокатчиками. Конечно, я только рад, что они не будут ездить. Ну вот смотрите, вот это здание, по-моему, это что-то хлебокомбинат или что тут было. Вот его сейчас вот так вот реставрировали. Он же кирпичный. Прикольно так сделали, плитку. Но здесь на улице вот овощи продавали. Сейчас уже что-то все собрались и ничего не продают. Так, ну а магазинчик сейчас я вам показываю, где тут молочко можно подешевше. Ну, желательно с утра подходить. Я-то вечером уже иду. Сейчас 5 часов, поэтому, может быть, тут все раскупили. Вот, Якутский ГМЗ молокозавод. Вот у них режим работы с 8 до 19, воскресенье с 19 до 17. Кофе еще продают. Здесь цены такие вот цены. Раньше примерно такие. Можно что-то тут купить. Молоко-то есть. Ну, можно, короче, взять дешевле. Молоко раскупили. Раскупили молоко. Ой, интересно, батарейки теплые. Теплые батареи можно погреться. Так. О. Вот так вот. Вот так вот мы и живем. Сейчас у всех машины. Сейчас машин, кстати, столько стало. Ездят. Просто какой-то ужас. Говорят, что-то машины дорожают, там бензин дорожает. Что-то я не понимаю. Если ноют, что все дорожает, почему машин-то все больше и больше? У нас в городе уже вечером пробки. Представляете? Вечером пробки уже. Капец какой-то. В Якутске. Вообще представить раньше такое невозможно было. Где-то на окраине едешь, а там уже пробки. Снег сыпется с крыши. Он осыпается. Видно? Осыпается. Пироги. Вот такие пироги. 20 сентября. Видно, да, сколько тут? Так что сапоги надо уже одевать. Люди сапоги, куртки.
холоднее, холоднее. Просто трэш. Вот они, самокатики-то. Никому не нужны. По снегу-то сложно уже ездить, не проедешь. Вот тут якутский фикс-прайс у нас. Вы знаете, это своя копейка. Вот это. Точно захожу, что-то покупаю. Ну сейчас мы с вами уже видос закончим снимать. Если немножко тут повыше встану, залезу, вам сделаю панорамку тут сверху, и все. На этом будем прощаться. Вот. Широкий угол. Вот такой осень. Ладно, все, всем пока. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.